Многие породы дерева приходилось использовать в своей работе. И липа, и лиственница, и береза, и тополь, и осина, сосна, конечно. Но для высокохудожественных таких маленьких миниатюрных изделий, на сегодняшний день, можно сказать, самое лучшее дерево, порода дерева, это, конечно, кедр. Но липа, она податливая, мягкая, но она очень колкая. А вот когда вот по кедру работаешь, уже душа радуется, потому что она поддается твоим замыслам. То, что ты хочешь сделать, вот она и выходит из твоих рук. Балта Базаргуровича знаем где-то очень хорошо. В 90-х годах, это уже тяжелые года перестройки были. В то время Балта Базаргурович набрал молодых парней, начал мастерить бурятскую народную мебель. У него хорошие золотые руки были. Балта Базаргурович со своей бригадой в 2015 году начал строить этот юрту, деревянную юрту, посвященную бабушке Борису Батору. Балта Базаргурович является для нашего учреждения одним из таких важных социальных партнеров, как Мудаланская средняя школа, детский садик. Мы работаем очень плотно уже давно, многие годы уже. Также именно находясь в Музее истории села, могу сказать, что наш проект совместный, идея именно принадлежала Балта Базаргуровичу. Вечер памяти о наших земляках, внесших такие, скажем, значимый вклад в развитие нашего села. Это первый случай, это вечер памяти под названием «Дорога длиною жизнь», который уже стал традиционной, и каждый год мы проводим такой вечер. Балта Базаргурович является инициатором этого проекта. Сейчас мы находимся именно в первой сельской картинной галерее, которая, начало, скажем, первой сельской картинной галереи, инициатором которого является также Балта Базаргурович. Пока нет специального помещения у нас. Пока располагается здесь эта картинная галерея. Тут все, конечно, оригиналы, но могу просто так сказать. Тут работа Намжалмы Ердунеевой. Баатарнод называется. Отсюда, видите? И тут много известных наших местных художников. Художники из Бурятии приезжали. Допустим, Заректо Ишиев, Ехыбатор. Это тоже Намжалмы Ердунеевой. Работы нашего умельца Батжаргалова Балта Базаргуровича находится в нашем музее. Балта Базаргурович многогранно талантливый человек, мастер своего дела, в частности, мастер по художественной обработке дерева. В течение многих лет принимает самое активное участие в различных конкурсах, выставках народного декоративно-прикладного искусства. В 2016 году в городе Улан-Удэ Балта Базаргурович был обладателем гран-при краевой выставки смотра «Салют Победы», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и представил Забайкальский край в межрегиональной выставке в городе Якутске и на всероссийской выставке в городе Москве.
В 2017 году Балтабазар Гуруевич вместе со своими односельчанами проделал огромнейшую работу по строительству этнографического музея юрта Бабшабарзбатора, открытие которого являлось значимым событием культурно-исторического наследия потенциала Агинского района. Балтабазар Гуруевич – человек активной жизненной позиции, является постоянным спонсором различных мероприятий, принимает самое активное непосредственное участие в общественно-политической, культурно-спортивной жизни села, района, округа Забайкальского края. Неоценима его роль и личный вклад в деле сохранения народной традиции и развития художественного творчества. Бүгін табытайғы зорға атайғы өғадына нағасавадамне. Бұйлық оқытыңын Георгий Константинович Жолковайны ғайма. Барлығы. Нехінейінгі тағыр ола дегеді нехінейгі тұқыр. Бүгін табытайғы зорға атайғы ойын елді. Бүгін зорға талағына ема. Вот сосна, вот естественная вот эта вот текстура дерева, вот когда используется, вот она, вот, например, вот эта вот заготовка черепахи. Вот смотришь, она выходит, ну да, как бы она сама оттуда уже, фактура дерева, все подсказывает, что можно сделать. Вот здесь, например, вот черепаха. А вот таких вот резьбу, когда делаешь, ну уже тут уже кедр, уже вне конкуренции. Любые малые формы, большие, средние формы из кедра, они всегда хорошо получаются. Береста тоже очень такой интересный материал, когда работаешь с берестой, такое умиротворение, такое спокойствие. Потому что она тоже очень податливая. И текстура такая интересная, рисунок такой. Такие неожиданные получаются изделия. С Балтабазар Гуруевичем мы знакомы уже на протяжении многих лет. Неоднократно он приезжал к нам, помогал строить. Вот в 2019 году строили дом, и вот эта веранда, приехал он и построил своими руками. Спасибо ему. Надеюсь, будем дальше продолжать работать. Балтабазар Гуруевич, как знакомый, давно мы знакомы, но попросил его в нашем Дугане построить Дунгурву, как мастер в свои руки, он, как сказать, приготовил
чертеж, на этом и поставил, и вот эту нашу гонгуру построил. Балтаб Зоргурович – это удивительный человек и, конечно же, очень талантливый. Мы познакомились с ним 3 года назад, когда работали в рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Тогда меня поразили, во-первых, его работы, которые он представил к нам на выставку. Это были удивительные деревянные миниатюры на тему Великой Отечественной войны, очень мастерски сделанные, с точно проработанными мелкими деталями. И когда Балтаб Зоргурович мне еще рассказал историю, которую он изобразил в этих миниатюрах, то я, честно говоря, была поражена как бы до слез его вот этой фантазией, да, то, что он смог воплотить в дереве. Ну и, как оказалось, поражена была не одна я. Члены жюри с начала нашей краевой выставки присудили Балтабу Зоргуровичу гран-при, а затем он стал лауреатом межрегиональной выставки, которая состоялась в городе Якутске, после чего он был приглашен в Москву и сам непосредственно участвовал в этой выставке в 2020 году. Это всероссийская выставка, которая называлась «Великому подвигу посвящается». При более близком знакомстве оказалось, что Балтаб Зоргурович еще очень умный, эрудированный человек, историк по образованию. И очень много я от него интересного узнала. И он с удовольствием делится своими знаниями с окружающими. А кроме того, он еще большой знаток своей бурятской национальной культуры. Работать с Балтабом Зоргуровичем было очень легко. То есть это человек, который легок на подъем. Позвонили, попросили, значит, он тут же безоговорочно согласен везде поехать, неважно, далеко это или близко, всегда готов к работе. Ортын саға үхіскер, уғын, ахазақаға долғым мәні ортын бурятны ехі тархашолар, алдаршығын тархашолар, соғытай олған тархашолар ехі үлімік байхеймі жегет балтақай тідені нүгінгі жағандай yönde okuduğu хандахада мне сразу загашылығы ержі харат айныш темы бәні тихывеға дегет хылғымы тихыдың теге бұдда тегетлі сын шылығы ахалды шайымде да қойылы тегедіні ғалла шутонымны бұрқын бақшайы алталхада тірі социальный завалатор хуалталалда. Зона ему тохы, хуны явадак ему бутохы, шутон ему тохы да их алдартай волда вэхэн. Тирне их да воттак вэхэн гыжа ханнаве. Тигет балтахамне тедене нэгэн байханин мнош зонтай хорылдахада интервью моху хырхиңлы ведик. Тегеттері тірі моғархы улу мұнгава гыжы нэгіз долагу бе, үні күн тұқай. Екі байыры көргізі бәні бе, үні байхың соқшынны зона болтың бақтадық кой, емілді. Үні каведе орты тейін байхеймі тегет. Мұны қатлаванем ховарят ханжы бәні бе баға балтқайда. Тренем и нанем не хожу гэдгээ хамня. Угыг хөвөл хагж ханнавэ. Юунд хэтгөө хөзөгтэй нэг чимэ.
урагшаахна тэ хүн юм. Тэгээд хөхи юмын харахад их зохид юм. Нэг мэлгээд нэг баазахнаар хэд орчих юм шиг нэг хөхдө хэнчнэрхэд нэг харжаахад нүдэнд ариун нэг байдаг юмнуудтай байждаг. Тэгээд энэ занахаа их элүүрэн хие алдартай нэрний шөөдөөс өндөр болж байгааг гэж бод ерөөх өнөвч. Шурия Лама Угданского Дацана попросил: найдите человека, мастера, который мог бы покрыть статую Будды золотом, сусальным золотом. И вот с какой-то с тревогой, душевным трепетом я начал эту большую работу в течение 8 дней. Года через 2 Томук Ламха попросил также покрыть гипсовую фигуру Будды, которую привез с Монголии. Сырин Ламха, но Ахён, который в Дугане находился, где проходят ежедневные Ахён Хуралы. Но там уже немножко полегче было, но в техническом плане. Потому что уже как бы работа знакома была. Но материал уже потяжелее был, чем работать по латунной фигуре большой статуи Будды. Но вот такие две фигуры Борхамбакша были покрыты золотом моими руками. И я до сих пор благодарен Томук Ламхата, что он доверил такую большую работу.